во-первых, мы не видели все лето литературной гостиной Национальной библиотеки. Лето, к сожалению, прошло, не знаю, правда, можно ли это назвать летом. Кто-то пошутил. Завтра температура 30 градусов, 15 днем и 15 ночью. Вот. Лето закончилось без, нельзя сказать, что без встреч, потому что мы только что пережили, читая Ижевск. Он был замечательный, во всяком случае, мы-то развлеклись своим сектором на полную катушку, потому что те, кто к нам подходил, они видели висящие костюмы, с удовольствием переодевались, потом во все тяжкие пустились даже библиотекари, которых, как мне казалось, мы достаем соседи слева. Вот, было замечательно, то есть, чего мы только там не перевидели, чего только не переслышали. Взрослые люди на самом деле такие же дети, потому что, как проводили свои селфи 50-летние женщины, в составе 3-4 человека, это было просто вот заглядение. Итак, я в своем предисловии хочу еще сказать вот что. Вот так похвастаюсь немножко. На самом деле все это имеет свои истоки. Таня приехала из Кракова, пришла ко мне в гости, и вы не поверите, до половины 5 утра я слушала, то есть я такая говорушка, но я сидела закрыв рот, потому что мне сказать было, в общем-то, нечего. Я сидела и слушала ее потрясающий рассказ о поездке по Европе автостопом по 4 странам. И это было очень здорово, потому что, к великому сожалению, есть детали, которые она сегодня вам озвучить не сможет. Они потрясающие по своей человеческой простоте и такой бытовости своей, что ли. Ну, они здоровские, они очень человеческие. Я думаю, что это должно быть достоянием всех. Поскольку еще и были стихи, и я читала то, что было написано в Польше, и это было очень здорово. Таня поменялась, она, конечно же, та же самая Таня, которую мы знаем еще с первой ее книги, но она совсем другая уже. Смелая, сильная, большая, умная. То есть, не знаю, не слушай меня, заткнулась. И поэтому я очень рада, что все получилось. Почему? Потому что Таня сказала, я не могу рассказывать это сама, потому что есть замечательный Саша. И я очень хочу, чтобы он тоже в этом поучаствовал. Вообще мы хотим такой вечер на двоих замутить, чтобы там об этом рассказать, и об этом и почитать стихи. И нашлась девочка питерская, которая сделала замечательную совершенно афишу. Питерский чек, наш Ижевский, ну как это обычно и бывает. Вот, там Петя Берш, Лиша Староводов и очень длинный список этих ребят. Вот еще одна девочка, прям горжусь этой афишей. На самом деле, конечно, на кухне, при чаях и с знакомыми людьми очень легко мне как-то рассказывается, и рассказываются вот всякие и скабрезные, и нескабрезные какие-то элементы. Сейчас в режиме вот такой встречи рассказывать сложно, потому что происходило очень много, и происходило очень много разного. То есть я даже не знаю, что из этого всего могло бы быть вам действительно интересно. Для тех, кто меня не знает или не знает, что со мной происходило 2 последних года, 2 года назад я уехала в Петербург. Около 9 месяцев я работала в Петербурге учителем польского языка в школе Адама Мицкевича с детьми. И после окончания этой работы я уехала в Польшу, поступила в магистратуру. То есть было 2 таких больших остановки в пространстве. Между ними, то есть летом, происходили разного рода передвижения и перемещения меня по карте страны и мира. Это были и столицы, это были и маленькие города, и Польша, которую мы съездили автостопом вдоль и поперек. И вот этим летом мы предприняли такую отчаянную попытку, мы поехали, то есть уже без всего, без ночлегов, без каких-то маршрутов, мы поехали автостопом через 5 стран. То есть это было, начало это было в Польше, потом это была Чехия, Словакия, Венгрия, и все закончилось на крайней точке Хорватии, на полуострове Истры, в городе Пула. И в автостопе мы были где-то 18 дней. Всю эту дорогу, то есть больше, наверное, 1500 километров, мы проделали, собственно, без копейки денег. Останавливались мы на ночь в каких-то дешевых хостелах или ставили палатку. Трижды был дикий кемпинг, то есть это под огромными торговыми центрами, вроде Теска, где-то там, спрятавшись за деревьями, мы ставили палатку и ждали, пока придет утро, и мы можем ехать дальше. Вот. То
есть примерно так это выглядело. Может быть, это не какой-то героический поступок, какой-то там, я не знаю. Я не хочу говорить, что это вот исключение, автостопом сейчас занимаются очень многие, но это очень мне много дало и в творческом плане тоже. То есть я очень много писала и очень много думала. Вот. А что касается моего рассказа, опять же, хочу прочитать, полупрочитать, полурассказать, как уж это получится. Вот. Маленькое эссе, которое сложилось из множества таких дневниковых путевых заметочек и наблюдений из этого путешествия, которое я называю в данном случае странствием. Несколько разрозненных мыслей по поводу географических перемещений. Называется это все о городе, мире и о хоббит-синдроме. Хоббит-синдром, номадизм, бродяжничество, отсутствие дома. Откуда оно берется? Только ли из романтических романов о бродячих монастырях, из блогов нищих путешественников, которые кормятся пирожками с вокзалов, из нашего случайного присутствия на квартирнике, где такой путешественник читает заметки и исповедуется в содеянном? Как известно, Фродо после величайшего путешествия не смог вернуться к оседлому, мирному образу жизни, не смог смириться с пасторальными пейзажами Шира и в конце концов отчалил в бессмертные земли. Эта тоска по аномальным для большинства передвижениям, стремление лишить себя комфорта во имя великой цели и где-то за 3-9 земель осознать, что комфорт и гнездышко – нечто совершенно лишнее и обременяющее. Пьянящая свобода бесконечного асфальта, попутчики, которым ты каждый раз рассказываешь другую историю о себе, а иногда и не рассказываешь вовсе, список чужих ванн и душевых кабин, чувство, будто весь мир помогает тебе, а иногда будто весь мир против тебя, когда ты стоишь 50 градусов тепла, 5-й час на трассе где-то под Балатоном в Венгрии, и ни один автомобиль не желает интересоваться твоей судьбой. Я была порядочной дочерью, в меру прилежной студенткой, сносной, как мне казалось, женой. Я провела детство в тепле и уюте, в одной миловидной квартире, которую помогала убирать по субботам. Я не особо часто ходила в походы, изредка участвуя в однодневных туслетах. Я много читала, но кто тогда много не читал. Я любила путешествия, но так как школьные и университетские экскурсии предполагали план и ограничения, я никогда не бунтовала против них. Тогда откуда в человеке рождается хоббит-синдром? Родители моей мамы жили в деревне под Саратовом, и несколько раз в год меня снаряжали в поезд, где в шумных чертогах плацкарта я с рождения слушала звуки больших расстояний. Повторяющиеся действия, проделанные в детстве, входят в привычку, и вот в сознательном возрасте, когда бабушка и дедушка были перевезены в Ижевск, а ездить стало некуда, проснулась моя поездная зависимость. Я вымаливала деньги, чтобы поехать, и тогда родилась в голове эта мысль предвестник хаоса, что неважно куда. По мере осмысления мира вокруг я все больше находила Ижевск чужим мне. Ничуть не хочется обижать этого вполне большого, уверенного в себе города. У него есть суровое пролетарское лицо, довольно гибкий характер. Он интересен и теперь уже кипит и кишит творческой жизнью. Я обретала здесь задуманное и запланированное. Я посвятила городу массу текстов, но в какой-то момент я либо просто выросла из предложенной мне одежды, либо наши с Ижевском понятия о полноценной жизни разошлись. Он предлагал мне тихое гнездышко, хотел устроить меня, недавно вылупленную филологиню, в какие-нибудь школьно-учительские или издательские дебри, воспитывать во мне усидчивость и платить мне зарплату. А я, блудливая и неблагодарная, так вот это все бесцеремонно отвергла и уехала в промозглый и не обещающий ничего Петербург, чтобы стать, о диво, питерским, а потом и краковским автором. Я до сих пор с фальшивенькой ужимкой иногда называю свои странствия освобождением от забот, но это не совсем так. Если кто-то из вас путешествовал дикарем, а тем более в одиночку, вы знаете, насколько быстро вам приходится взрослеть и взвалить на себя груз ответственности. Это коснется всего – судорожного поиска ночлега, выбора маршрута, придумывания способа заработка, вхождения в незнакомые компании, таскания тяжелых рюкзаков и чемоданов. Женщина в эти моменты окончательно лишается шанса стать хрупкой. Когда я покидала Ижевск, я читала книжку по психологии. Одну из тех бесчисленных книжек по психологии, которые женщина берет в руки, ощущая в себе губительные для настоящего положения дел перемены. Я читала книжку Кларисы Эстес, которая на примере анализа сказок разных народов показывала истинную дикую женскую сущность. Это вовсе не феминистическая книжка, она не призывает бросать дом и очаг, но говорит о том, что у каждой женщины есть сфера внутренней свободы, потеряв которую она превращается в человека. В одной из сказок я столкнулась с метафорой леса. Идти через лес, а не по дороге, выводя себя из зоны комфорта. Мы часто вычитываем в книжках подтверждение нашим разрозненным и несмелым мыслям, и я приравняла лес к переезду. Я
сменила город жительства дважды, не считая квартир и комнат. И на вопрос «зачем» я привыкла перечислять кипу внешних факторов – учебу, работу, творческие перспективы. Но у хоббит-синдрома не бывает внешних причин. Все внешнее вторично, поскольку человек никогда не согласится учиться или работать за рубежом, если глубоко внутри не желает уехать. Внешние причины как костыль. Они помогают сделать шаг, но не предпринимают шага. К тому же, мне никогда и нигде не платили столько, чтобы влиять на мои решения. Смелость. Мне всегда казалось, что я не из тех, кто обладал бы этим качеством в должной мере. На сцене я могу стушеваться, я не умею произносить неподготовленных речей, дерзко отвечать, прыгать с моста. Я боюсь хулиганов и насильников на улице, нищеты, смерти, вида раздавленных машин и кошек и собак. Не могу смотреть на кровь и хирургические операции. Страшно боюсь танцевать на публике или что-то не попад ляпнуть. Я зависима от чужого мнения, я панически боюсь ос и пчел. Но я думаю, что смелость – это также не первичная материя. Это результат нашей борьбы с неуверенностью, следствие цепляния за рукав того, кто смелее нас. Это возможность научиться бояться без криков. К тому же смелость ситуативна. Когда в доме пожар, ты все-таки прыгнешь из окна, что бы ты там себе не думал. Так вот, странствие – это именно такой огромный, жизненный, метафизический пожар. Есть разные способы путешествовать. Автобусный, нежный, all-inclusive. Практика под названием, например, «Бабушка в Крыму». Более-менее продуманная виза-поезд-хостел. Спонтанный автостоп в сцепке с каучсерфингом. И, наконец, можно идти пешком с палаткой и есть сырые хлопья, как героиня из фильма «Дикая». Каждый выбирает по совести. И обычно доля комфорта в путешествии растет пропорционально финансовым возможностям. Однако, проехав 5 стран автостопом и собрав за недолгую жизнь приличное количество плацкартов, я могу с уверенностью сказать, умение переносить дискомфорт бесценно, и им в совершенстве владеют люди, на которых мне хотелось бы равняться. Вы скажете, это все дело юности, и с больными косточками не очень-то побегаешь. И это справедливо, но речь идет не только о физическом дискомфорте. Губительнее всего изматывающая эмоциональная составляющая. Путешествуя, ты попадаешь в обстановку полной или неполной, в зависимости от настроения Гугла, неизвестности, когда решать надо быстро, знакомиться честно и говорить четко. Способность психологически приспособиться к неожиданностям я считаю необходимым обязательно воспитывать в себе, особенно если ты русский человек. В России давляет ощущение пороховой бочки и дамоклового меча, даже над теми, кто сколотил состояние, занимает высокий пост или служит в соответствующих органах. Запад, я имею в виду классический Запад, обеспечен, как правило, с рождения необходимыми благами, и дискомфортно представляется в несколько ином свете. Например, они не знают, что такое отсутствие горячей воды. Иногда, когда я рассказываю кому-то про мои передвижения, меня спрашивают, а как начать путешествовать? Это может звучать наивно, но я понимаю, о чем именно они спрашивают. Чаще всего это относится не к жителям столиц, а обитателям удаленных от всех границ городов, таких как Ижевск, для которых Европа такая же химера, как и Китай, который, например, не удивит жителя Комсомольска-на-Амуре или Владивостока. И они спрашивают, как же так вышло, откуда у тебя столько денег? Отвечаю, у меня нет столько денег, и никогда не было. Просто 6 лет назад я зачем-то, тогда я не понимала зачем, начала учить польский. Я тогда не думала ни об автостопе, ни о вписках, ни о хоббит-синдроме. Я ходила на пары, я читала тексты, я смотрела фильмы в киноклубе «Удму». И потом, как сквозь дымку, поступили языковые курсы. Возможность преподавания этого языка в Петербурге. Стала реальной Варшава, облегся плотью Краков, море, горы, костелы, замки. Все это прекрасное, чем богатая, небогатая, в общем-то, страна. Но вопрос, как начать путешествовать, нет четкого ответа. Начните делать что-нибудь, что не заканчивалось бы Ижевском, а начиналось бы с него. Очень немного людей больных хоббит-синдромом. Большинство предпочитает классический отпуск в Турции, и в этом нет ничего плохого. А те, кто болен, всегда могут излечиться пышной свадьбой, рождением ребенка, прекрасным заработком, чем-то знаковым и соотнесенным с конкретным местом. Я рада беседовать с теми, кто нашел истину и влюблен в свой дом и в свой город. Этот мой город пока что у меня внутри, и я таскаю его всюду, как раковину улитки, сравнивая его с местами, куда приезжаю. Он как контур на кальке, я поднимаю его вверх и накладываю на рисунок, надеясь, что контуры совпадут. Я часто отвечаю, что у меня нет планов на будущее, но я вам вру. Когда мой внутренний город ляжет линия в линию, ну или хотя бы с небольшой погрешностью, и я почувствую, что я вернулась обратно, всеми силами буду ощущать, что это пункт Б,
то, возможно, я примкну к познавшим и научусь, наконец, произносить витиеватые речи без бумажек. И я хотела бы, чтобы вы спросили, о чем рассказать. Может быть, вас интересует, как они там живут. Расскажи про удачную счастливую машину, которая после 5 часов ожидает. Про Хорватию? Случилось, да. Это было под Балатоном, как раз то, что я упомянула. Это замечательное длинное озеро Венгрии, где были тачи дождей. Мы стояли на заправке на трассе и ловили машину. То есть до этого все 13 дней нас спокойно брали, где мы не стояли больше часа-двух. То есть было все как-то достаточно позитивно. И тут мы вышли на трассу большую, главную, где едут все. То есть едут и румыны, и болгары, и украинцы, и кого только там не было. И у нас было ощущение, что нас действительно прокляли. То есть мы стоим, ловим машину, и нас не берет никто. Проходит 1 час, проходит другой час, то есть прошло 4 часа. Надо заметить, что в Венгрии тогда была ужаснейшая жара, то есть было где-то, наверное, 50 градусов на солнце точно. На трассе, как вы знаете, ни деревьев, нигде, то есть ты стоишь абсолютно под солнцепеком, из тебя состояние организма, когда с тебя просто течет, то есть под тобой ужин уже собирается, тебе нужно пить каждые 2 минуты, иначе как бы все, безвожно. На 5-й час, то есть начало 5-го часа, я путешествовала с другом, с автостопщиком из Петербурга. Мы решили пойти на заправку и что-то съесть, то есть уже было совершенно невозможно просто. А стопили мы куда? Нужно нам было в Хорватию, причем, Балатон, Хорватия, то есть довольно большой кусок расстояния, причем в Хорватию к морю в крайнюю точку. Мы выбрали этой крайней точкой город Пула, то есть это самый конец. Мы пошли на заправку, купили себе по бутеру на последние венгерские деньги, было очень грустно. И передо мной, когда платили за эти бутеры, стоял дяденька, который не мог разобраться с банкоматом, с терминалом. То есть там все по-венгерски, он не понимал, куда жать, он очень нервничал. И я смотрю, у него торчит карточка, то есть банк заходит польская карточка. Я подхожу к нему, объясняю, говорю, вот нажмите сюда, вот так вот у вас все получится. Он сказал спасибо и ушел. И после этого мы вышли с Вовой на трассу. Естественно, останавливается этот дядечка. Останавливается, у него жена на соседнем сиденье, огромный прицеп сзади машины. Я наклоняюсь, уже каким-то совершенно сомнамбулическим взглядом спрашиваю его, а вы куда едете? Надо полагать, что как бы все там трассы, одни заворачивали на Балатон, другие ехали там на север, то есть как бы кому как. И он говорит, а мы едем в Хорватию. Я говорю, уже замирающим сердцем, я говорю, а куда в Хорватию? А мы едем к морю. И вот это вот просто ощущение, когда из тебя вываливаются просто весь этот напряг, что случилось чудо, да, мы садимся в машину, едем. Я говорю, скажите, пожалуйста, почему вы нас взяли? Поляков же нельзя бросать, как мы, поляки же. Мы же как бы не поляки, да ладно, хрен с вами поехали. Вот, мы проболтали потрясающие где-то, наверное, 3 часа с ними. И из этого великого чуда нас бросило на один великий зигзаг вниз. Почему? Потому что одна дорога вела на север, другая дорога вела на юг. И эта развилка была очень заранее до вот того места, куда нам надо было приехать. И когда они увидели эту развилку, они сказали, что извините, нам надо на юг, поэтому нам нужно вас здесь высадить, если вы хотите доехать туда, куда вы хотите доехать. И нас высаживают на автостраде. Для тех, кто не ездил стопом, что самое страшное, если вас высаживают на автостраде? Во-первых, там по закону нельзя находиться, там по закону нельзя стоять. А во-вторых, там машины едут по 160. То есть вас просто никто не останавливается, потому что все едут очень быстро. Это было очень жутко. Мы открываем карту, смотрим, где ближайшая заправка. Ближайшая заправка 200 километров. Мы взваливаем рюкзаки, понимаем, что вообще все плохо, то есть день медленно катится к вечеру. Мы идем на эту заправку. Мы проходим 300 метров, стоит машина. Стоит машина, мы заглядываем в эту машину, там прекрасная пожилая пара, которая говорит вообще на непонятном языке, то есть это никакой из нам известный, какой-то славянский. Мы спрашиваем, откуда вы, они говорят, Босния и Герцеговина. Причем пожилая пара, которая потрясающе говорила на английском, то есть такие живут в Хорватии. И, в общем, они сказали нам, что нельзя, ребята, стоять на трассе, вы очумели, садитесь к нам в машину. Мы садимся к ним в машину, они нам говорят, что куда вам надо ехать. Думаю, до Пулы нас, наверное, точно никто не довезет. Вот Риека есть еще по дороге, то есть 160 километров от Пулы, то довезите нас до Риеки, довезите нас хотя бы до какого-нибудь города, чтобы мы оттуда застопили. Я говорю, хорошо, мы довезем вас до Риеки. Едем полчаса,
Потом бабуля поворачивается и спрашивает, а вы вообще, вот вы, как бы, вы же не в реку, вы же куда-то дальше. Ну да, мы едем в Пулу. Так у нас дача в Пуле. Мы тоже едем в Пулу. В 9 часов вечера мы в Пуле. Хорватия, там Колизей, вот этот старый итальянский, древнеримский первого века. Мы стоим под этим Колизеем, то есть вообще непонятно, что случилось. В 4 часа вечера, в 5 часов назад мы стояли под Балатоном и думали, что жизнь наша кончена. Вот таких вещей очень много на свете. Очень много. И после этого как-то иначе думаешь вообще, иначе видишь ткань вот этого мироздания. То есть что-то случается, что-то нет, а почему, а случайно ли? Вот. Такая вот история была. Маршрут придумали. Как маршрут? Да. Маршрут возник прекрасно. Вова, который работает в Петербурге тоже учителем биологии, он как бы всегда очень сильно загружен, он завуч по внеучебной деятельности, и он считает, что как бы ему ничего не надо. Я приеду в Краков, и мы разберемся. Вот, он приехал в Краков, и я звоню безызвестному товарищу Петру Балкину, некоторые, наверное, из вас его слышали, я к нему езжу периодически на выходные, мы катаемся на великах. Вот, я звоню Петру, я говорю, слушай, Петр, Вова приедет через 2 часа, придумай нам, куда нам поехать, ты же тут везде был. Вот. Петр напрягся и говорит, а у вас мало денег. Мы такие, конечно, у нас мало денег. Поэтому в Германию, Австрию вам не предлагают. Нет, не предлагают. Хорошо. Уезжайте в Будапешт. Я там 2,5 года жил, там здорово. Вот. То есть, и как-то вот мы решили, что мы доедем до Будапешта, и потом, когда Вова приехал, мы простроили, что до Будапешта можно доехать через Чехию и Словакию. И мы вот сделали такой крюк через Чехию, через Братиславу, столицу Словакии, и потом уже из Будапешта Вова выказал желание поехать к морю. Вот, и мы доехали до Адриатики, до Хорватии, собственно. Периодически на пути еще задержавшись на Балатоне, помочив ножки. Ты мне расскажи еще про то, как вы шли по городу, и хотя у вас был план, но вот, то есть мы видим, по Будапешт. Будапешт. Это все из кухонных вот этих вот, да, разговоров, которые я уже сама не помню, когда лектором выполняет. Будапешт. Замечательный город, меня он поразил. На мой взгляд, из везде всех мест, где я была, это красивейший город в принципе. То есть он похож на Петербург одной частью, там 2 части. Одна такая гористая, Буда, и другая такая плоская, Пешт. И вот эта плоская часть, вот этих количество хипстерских кафешек, каких-то вот этих фасадиков, каких-то табличек, то есть это очень похоже на Питер. Буда не похож ни на что. Мы вышли, приехали туда ночью, то есть вот мы удивились всему этому ночью, потом переночевали, потом мы пошли гулять. И мы думаем, мы погуляем, как обычно, 4 часа, потом спокойно себе поедим, потом спокойно как-то продолжим дальше культурную программу. Вот, и мы выходим, и мы видим одна красотулечка. Потом мы идем еще там несколько сотметров, другая красотулечка. Потом мы выходим на берег Дуная, нам вообще плохо, потому что не знаешь, куда идти. Потому что вот тут гора с памятником, вот тут вот какой-то замок, вот тут вот какая-то еще история. То есть совершенно какие-то невероятные архитектурные здания парламента готическое, которое просто вогнало меня в такой ступор совершеннейший. Вот. И это было как? То есть мы прошли пешком, я не знаю сколько километров, мы шли пешком на 9 часов. То есть без перерыва. По горам, по лесам, по долам, по Буде, по вот этой, вот, по Пешту, по вот этому, через огромный парк, через славу героев, аллею, через еще что-то. И каждые примерно 2 часа я говорила, что Вова, я хочу кушать. Вова говорит, вот сейчас мы сходим туда, пофоткаем базилику и пойдем кушать. Мы пофоткали базилику, от базилики мы видим еще что-то. Потом мы видим еще что-то. Вот. И мы действительно, да, мы ели в первый раз в 8 вечера, и потом шли абсолютно на немых совершенно ногах, когда я сказала, что ну да, еще осталось совсем немножко пройти. Было очень здорово, и очень тяжело, и я ненавидела все. Вот. Будапешт. Это уже, да, это все еще Будапешт. Вот. Еще какие-нибудь вопросы есть? А вы как вы жили на море? Ой, Куда? А в городах где жили? Куда сейчас- вы там ехали? сейчас я скажу. Где отдыхали? Когда мы После такой ходьбы. в прошлом году ездили по Польше, у нас было огромное количество вписок. Но поскольку я в Польше живу, и у меня есть какие-то знакомства, то есть у нас была вписка у Петра в Чисткове, у нас была вписка у Васи Шигарева в Вроцлаве, мальчика с филфака. У нас были, ну, то есть какие-то вот такие вещи, где мы передвигались в город, мы бросили, все отлично. Тут мы поехали способом хардкор, то есть мы поехали без вписок, и мы
в силу своего вот этого, своей лени и неопределенности мы не пробили нигде вот этот каучсерфинг, то есть мы ни с кем не связались, а это надо связываться заранее, чтобы себе обеспечить ночлег. Вот. А что такое это? Это страница, сайт, где можно себе находить ночлег, то есть там люди, которые в разных странах регистрируются и принимают у себя гостей. Ну, то есть, соответственно, гости ищут там таким образом кого-то. Вот. То есть это все абсолютно бесплатно, на таких волонтерских началах это очень классная штука. То, что не все... И не пускают незнакомых? Они пускают незнакомых к себе, то есть, ну как незнакомых, вы знакомитесь онлайн, то есть у вас есть страничка, у вас есть фотографии, у вас есть какие-то отзывы, то есть если отзывы негативные, соответственно, к нему уже никто не поедет. Ну вот такая же примерно система, как и Блаблакар, если вы знаете эту систему, то есть это машина, регистрируются водители и возят вас за определенную плату просто по дороге, потому что им так удобно. Вот. Тут мы поехали без всего. И в большинстве случаев мы оставались в палатке, то есть я палатку видеть не могу, я вот очень долго, наверное, уже. Вот, палатки мы ставили либо на кемпингах, если это возможно, то есть где мы жили у моря, мы жили вот на этом палаточном поле, оплачиваем, поставили палатку, уходили. С кемпингом тоже волшебная история есть. Вот. А в больших городах мы находили какие-то дешевые хостелы, то есть, ну, это единственная наша такая серьезная трата, наверное, была. Вот, и то не особо страшно, потому что Венгрия, как оказалось, совсем не кусачая страна. Кусачая по ценам страна была Хорватия, где проезд по городу стоит 150 рублей раз. То есть она очень болезненная. А кемпинги в Хорватии тоже, в силу того, что там все очень дорого, поставить палатку на один день человека стоит порядка 30 евро. То есть это ужасно. Мы когда вот в это вышли, мы когда вышли в интернет в Макдональдс, увидели эти цены, подумали, блин, вообще, вот как мы теперь будем жить, потому что это был уже самый конец автостопа, денег уже совершенно не осталось. Ну, как бы остались какие-то, но это еще на самолет надо оставить. Вот. И мы нашли какой-то кемпинг, страничку, какая-то черно-белая, какая-то дурацкая совершенно страничка какого-то кемпинга, где 10 евро. То есть везде 30, а там 10. И мы туда пошли. То есть это было тоже, естественно, в далеких вот, будем материться в вещах. И мы приехали туда, между вот этих трехзвездочных, пятизвездочных кемпингов, где там есть душ для собаки, например, такие вот гаджеты. Вот. Мы нашли поле, огражденное чистоколом, где стоят палатки, прицепы, что-то еще. И мы заходим туда, в это поле, искать, ну там написано, прибита табличка, что это кемпинг Сидора и так далее. Вот. Мы заходим искать ресепшн. То есть мы ходим к этому полю, и вот мы безнадежно не можем найти ресепшн. Мы выходит какой-то мужик в труселях, такой поджарый, смуглый, дедок. Мы выходим, он нас смотрит, и что вы ищете? Я говорю, ну мы вот ресепшн ищем. Так я ресепшн, пойдемте, я хозяин. То есть мужчина просто выкупил себе вот это поле и спасает таких бомжей, как мы. На самом деле потрясающе, там был даже душик маленький такой, там была ванна, это раковинка, ну то есть туалеты, то есть все в принципе было, просто было все в таком состоянии бедненьком и милом. Было очень уютно. И домой не было. Вот. Вот такие вот были движения, путешествия, приключения. Ну и вообще, если говорить вот о моей вот этой теории хобби-синдрома, то есть почему люди куда-то отправляются, где им неуютно, это же все поиск дома. То есть мы еще, ну, мы рождаемся в каком-то месте, но это не факт, что как бы это нам уготовано судьбой. Поэтому я очень ценю такие встречи, а в путешествиях и в странствиях есть тоже, ты встречаешься с людьми, которые живут точно так же, иногда еще более жестко. То есть, это памятник погибшим евреям. То есть в Венгрии было очень много, и их заставляли снимать обувь, потому что она была кожаная, дорогая, ставили вдоль вот этого вот парапета над Дунаем, ну и расстреливали или опрокидывали там. Вот. На самом деле очень много всего там интересного есть. Самое жуткое это, конечно, венгерский. То есть если вы не связаны с финно-угорскими языками, то есть это просто ад. Потому что славянские языки прекрасны. Причем в славянских странах Вова сказал просто уже плюнул, сказал, я не могу, здесь никто не понимает мой английский. Вот. Все просили... по-английски, они же в Евросоюз ходят. Да, ну как бы мы же не знаем языка, например, словацкого. Мы приходим, я знаю польский, а Вова знает английский. И Вова пытается говорить по-английски, его никто не понимает. Я говорю, maybe Polish. И вот они начинают со мной говорить как бы вот на какой-то смеси польского и словацкого. Вот. А в Венгрии все, конечно, совсем грустно в плане того, что это были булочки с сюрпризом. То есть, как бы, булочка, не знаю с чем, ну ладно, возьму.
Вот. А я как вегетарианец сразу давала Вове откусить, чтобы проверить, нет мяса или есть мясо. Вопросы как бы, а сколько это стоит, а что это? Было здорово на самом деле. Так что если кому-то вот интересен такой способ передвижения или просто интересны эти вещи, я думаю, что я эти истории тоже когда-нибудь где-нибудь запишу. Но ко мне можно обращаться, спрашивать, и, возможно, даже где-то удастся найти какие-то ночлеги или подсказать, если вы поедете в Хорватию, в Пулу, подсказать страничку этого потрясающего кемпинга. Замечательнейшего. А были ли какие-то вот такие встречи, знакомства с местными людьми, которые запомнились? Было огромное количество знакомств. Вот в прошлом году, например, по Польше, когда мы ездили, нас вез гипнотизер. Гипнотизер серьезно, то есть это без смеха, он зарабатывает этим, он заставляет людей просто курить, испытать оргазм, то есть все, что вы хотите. Вот. Он поляк, он живет в Берлине, то есть он катался в Татры, в горы, на сходку гипнотизеров. То есть приезжают люди серьезно, приезжают люди в эти горы, они там приезжают те, кто хотят быть загипнотизированными, и вот они учатся разным таким штукам. Удивительнейший человек, мы до сих пор с ним состоим в переписке, где-то лет 50, наверное, 52. Вот. И он просто устроил нам лекцию по подсознанию в машине. То есть как это работает, почему гипноз, почему все это так. В этот раз, когда мы ехали, тоже очень где-то в середине автостопа, мы застопили словака, который оказался, с таким, он говорил, что он умеет по-русски, начали с ним говорить по-русски. Вот. Жена у словака украинка. Вот, и он думал, что он говорит по-русски, но он говорил «подняться на гору». Вот, и как бы, мы понимали, в общем-то, этот язык, тем более, что я тесно очень общаюсь, живу, в принципе, сейчас с украинцами в Кракове, так что это я уже практически свободно владею, не владею, в смысле, понимаю этот язык. Вот, и словак рассказывал, какая у него замечательная карма. Он очень любит путешествовать, он любит Россию, Украину, то есть он ездил вообще весь этот наш Восток. Вот, и он говорит, что вот он приехал на Кавказ, на Кавказе начались бои. Он приехал еще там, в Чечню, по-моему. Началась вот эта вот война. Потом он приехал, повез друзей на Украину, и начался Майдан. Просто, и друзья мне говорят, что уже никуда нас больше не возить. Просто уже все, не едь уже никуда, потому что вот ты возишь за собой какой-то мрак. И они быстренько свернулись из этой Украины, пока еще там, в общем-то, в рамках закона было. Вот. А фотографии, кстати, вот эти нет, а те, что из Будапешта, из других вот этих, вот это уже Болгария. То есть я еще ездила на квалификационную школу учителей русского как иностранного в Болгарии, то есть университет где-то в перерыве вот этого всего. Ковесия, вот. И в Болгарии тоже очень интересно и очень здорово. Там ходят коты бездомные в огромном количестве, и в летней кафешке, если люди оставляют посуду, эти коты все из этих тарелок съедают. То есть я не знаю, как там обращаются гигиенически потом с этой посудой, но это было страшновато смотреть на этих котов бездомных. Болгарский язык тоже замечательный, я узнала, что в нем нет падежей. Так что я думаю, что надо уже закончить на этом, как-то пустить немножко стихи и почитать стихи. Мне приходится ездить довольно много, в основном по стране, или там по республике, что еще, в общем, менее забавно. И о чем тут рассказывать, все города в России одинаковые. Сейчас, конечно, обязательно найдется человек, который скажет, что это неправда, что каждое лицо свое. И Можга вообще самый одинаковый город. Вот из всех, которые бывают, это самый одинаковый. Найдется человек, который скажет, что у каждого города свое лицо, там своя аура, там что-то, я не знаю. Это действительно так, но, наверное, для того, чтобы это лицо как-то увидеть, это один из двух вариантов. Либо вы там долго и упорно живете, там месяц, два, три, когда вы уже начинаете как-то это ощущать. Либо вам везет, и вы находите там человека, который вас таскает за руку так 9 часов по всему этому городу, и что-то там показывает. А так все равно аура обычно вот от того, что мы приехали, не знаю, в Калугу, она определяется тем, болит у нас зуб или не болит. Если болит, значит такой какой-то город. Если не болит, все в порядке. И потом я в конце концов решил, что ладно, шутки старые, люди новые, как известно, технология отработала. По поводу того, что все города в России одинаковые, я извиняюсь перед теми, кому придется про это слушать
там в 100-тысячный раз, но я не могу просто про это не сказать. Весной, ну как весной, зимой еще, строго говоря, получилось так, что я немножко болтался по западным губерниям, и в числе прочего мне надо было из Костромы как-то, ну, в общем, довольно оперативно добраться до Ижевска. Это можно было сделать, попав на эту большую ветку Москва-Владимир, Нижний Новгород, Ижевск, железнодорожную. И я сижу, значит, и колдую над логистикой, как бы мне это сделать. Попасть из Костромы во Владимир в нужный момент времени. И вот эта вещь, которая меня на самом деле, то есть я до сих пор ее как-то в себе не могу так вместить. Вот Кострома, вот Владимир, между ними расстояние 180 километров, это как Ижевска до Глазова. И там живет тысяч примерно по 300 человек, в Владимире побольше, в Костроме поменьше, но не суть, то есть это большие каменные города. Кострома город с огромной историей, красивейший, по крайней мере, центр, там я не успел в Спальнике съездить ни разу посмотреть, как это выглядит, но вот эти торговые ряды, которые там над Волгой, все эти холмы, это безумное красотища. Про Владимир говорить нечего, столица древняя русская, там со всей историей, со всеми этими белокаменными церквями, со всей этой резьбой, кто имел отношение хоть раз к какой-нибудь к изучению там древнерусской культуры в школе, тут помнит все вот эти фигели-мигли каменные. Тоже, в общем, красота безумная. Так вот, между этими двумя городами 180 километров, и ходит между ними один автобус один раз в день. Утром. Мать честна. То есть я, когда я это обнаружил, мало того, что это было не очень удобно, там между ними еще Иваново есть. И до Иванова тоже ходит один автобус. Собственно, тот, который через Иваново идет потом во Владимир. А больше транспорта нет. И эта штука меня совершенно... Ну, то есть, как может получиться так, что вот это два больших города, в каждом по 300 тысяч человек, ну 200, 400, я не знаю. Как выходит так, что в этих городах нет ничего такого, чтобы могло заставить людей из одного города более или менее регулярно ездить в другой? Это гигантские скопления людей, какие-то совершенно невероятные. 300 тысяч, это, ну, то есть в голове не укладывается эта цифра такая. Но мы знаем, что это очень-очень много. И они, ну то есть это получается, что они ведь не делают ничего такого, ради чего можно было бы из Костромы поехать во Владимир или наоборот. Там ничего такого не происходит, там нет какой-то специфики, которая заставляла бы людей двигаться туда-обратно. И если вы скажете, что там живут, ой, да это что за города, там сельское место, там люди, которым ничего не надо, нет, неправда, им надо. Они ездят за этим в Москву. За 400 километров, за 500, там любой транспорт, можно хоть на метле, хоть на собаке доехать до Москвы в любое удобное для вас время. И это одна штука, которая меня очень сильно стукнула, потому что, и это как бы заход с другого конца, вообще рабочая моя специальность, вот там валяются противогазы, от того, что археологам сейчас нужны противогазы для работы. Из-под земли может вылезти отравляющих газов и нас всех убивать, поэтому мы работаем с ними. Я занимаюсь так профессионально, по крайней мере, летом археологией, мы ездим все время куда-то копать землю. Ездим, как правило, не очень большими отрядами, ну 20 человек, 30 человек, там 40, это уже, в общем, считается, что это большой отряд. Про то, как это происходит внутри, можно очень долго говорить, даже вот не про красоты, не про древности, а про то, что происходит просто с этими людьми, которые выехали из города, вот, 20 ров, грубо говоря, или того лучше 10 ров. И 2 недели, там, или 3 недели, или месяц, или полтора где-то болтаются далеко от цивилизации. Я единственную пунктик сейчас, такой вот, который к месту могут прозвучать, когда ты, ну, на самом деле, где-то день на 5-й, на 6-й вот этого всего ты начинаешь себя ощущать по-другому, когда ты с людьми общаешься, потому что это люди все уже какие-то вот совершенно такие знакомые, совершенно понятные, совершенно ясно, чего от них ждать. И когда ты приезжаешь в город, я за собой это замечаю, то есть я не первый год слежу, я думаю, может, это пройдет когда-нибудь. Нет, когда ты после 3 недель в поле приезжаешь в город, ты начинаешь от людей шарахаться первое время. То есть ты идешь по улице, и какое-то вот бесконечное количество людей вокруг, все эти люди незнакомые. То есть если в лагерь пришел незнакомый человек, это же надо выяснять, что это такое, вот как вот с этим вот это вот пьяный мужик с гармонией, или это бабушка, которая зашла узнать, не надо ли вам там огурцов. Или это там заблудший муж, или это кто-то приехал и кого-то ищет. Ну, то есть масса вариантов, это надо сразу напрячься. И потом, когда мы с кем-то об этом разговаривали, мне вот сказали, что это английские ученые, британские ученые выяснили, что человек так вот по имени в лицо знает, он может одновременно помнить 500 человек, максимум 1000, а больше тяжело, а больше нет, а больше это все чужие. И
вот возникает такое дурацкое ощущение, что живя в наших больших городах, а нам от этого уже никуда не деться. То есть мы не можем из этих городов расползтись, даже проклятые буржуины, которые сейчас предпочитают жить не в этих не в девятиэтажках, а они все разъезжаются в Сабурбс, там у себя в Америке, они все равно вынуждены ездить печально на работу в этот свой сити, там, значит, галстуки эти на себя натягивать. Нам от этого некуда деваться. Такое чувство, что когда мы начинаем съезжаться в большие кучи, в большие толпы, то гигантское количество здоровья нашего и сил уходит просто на то, чтобы себя успокаивать, что это все люди не страшные, это все люди не злые, это все просто какие-то нормальные люди. И вот они говорят, Будда, она не похожа ни на что. Честно, я не был в Европе, и как бы врать не хочется, но все время, когда приезжает кто-то в Ижевск, начинает рассказывать о том, как он был там в Польше, в Германии, во Франции, там где-то еще, возникает одно и то же ощущение, что вот то, что называется громкими словами городская культура, оно появилось там гораздо раньше, в этих самых Европах. И когда люди рассказывают, насколько комфортно жить в европейских городах, такое ощущение, что это просто от того, что люди там за 1000 с какими-то безумными количествами лет немножко себе в голову просто вкрутили, что чужой не значит плохой, что незнакомый, непонятный, не такой, как мы, это не то, чего надо бояться, это то, что как бы, ну, либо надо просто вот не трогать, оставить в покое, либо можно поинтересоваться, что это, а может быть, из этого можно чего-нибудь извлечь. Я не знаю, правда это или неправда, так это или не так, я подозреваю, что в больших европейских городах, как в Париже с печальными арабами, которые его там наводнили, в общем, все точно так же обстоит, как в Можге, в каком-нибудь пригороде современном Парижа. Ну, вот, к чему все эти песни? К тому, что вообще, опять же, когда начинаешь людей расспрашивать, а что там такого, вот что там, я Таню пытался, когда мы сидели последний раз в кафешке, ну, собственно, когда мы это все придумали, а что там в Кракове, что там трава зеленее, деревья там. Вообще, строго говоря, да, конечно, говорят, что дороги лучше, да, это правда, там велодорожки везде, да, они говорят, есть национальная сеть велодорожек, которые поддерживаются в порядке там с острова на остров, по всем мостам. Ну, но вообще, строго говоря, такое ощущение, что за последние годы как-то в смысле материальной жизни мы стремительно догоняем всю эту самую Европу, в смысле быта. Такого в смысле кофе на улицах, в смысле велодорожки, вот это вот очень модное занятие быть урбанистами, оно же неплохое, строго говоря, потому что это люди, ну, я не знаю, то есть там кто чем занят, но там есть люди, которые искренне хотят сделать что-то хорошее из города, есть люди, которые какие-то свои затеи, погорадивать. Они заняты все какими-то вот, ну да, такими штуками, то есть там эти велодорожки очень любят там почморить. Руководству хорошо же, что велодорожки есть, плохо только, что они там где-то обрываются в неподходящий момент. Но что, плохо что ли, что их нарисовали? Кому хуже? Вот. Но такое чувство, что, ну да, еще вот это вот тоже шутка, которую я всем шучу. В поле всегда была проблема с транспортом много лет, ну, то есть это вот история с экспедицией, экспедицию, у которой есть машина, это счастье. Это значит, что за хлебом в магазин, там, в дальнюю деревню, куда-то за 9 километров не надо ходить ногами, как минимум, вот, и так далее. А в этом году я в какой-то момент, значит, забираюсь на бугор над лагерем, смотрю и вижу, что у нас там автопарк стоит, 5 автомобилей. То есть проклятый Путин довел страну до того, что второкурсники на своих машинах приезжают в поле, это как бы в порядке вещей. Этого еще там лет 5 назад было невозможно вообразить вообще, то есть машина это вот фестиваль жизни и все. И когда начинаешь, собственно, докапываться, а с другой стороны, вот в Ижевске, вот так вот поспрашивать людей, как вам в Ижевске, все говорят, они говорят, не мой любовь, что-то не то, хочу путешествовать. И это, в принципе, да, то есть это многие люди там говорят. Когда начинаешь пытаться выяснить, чего не хватает в Ижевске, внятно никто не может сказать. В двух словах, чего в смысле быта не хватает, в смысле того, чтобы спалось мягче, елось слаще и так далее. Вот что такое должно по-честному произойти? То есть не то, что прилетел кто-то в вертолете и все это сбросило. Чего нет, какого ресурса, и так вот разговаривая с людьми, все время есть ощущение, что не хватает ровно одного. Вот в этих наших больших каменных деревнях не хватает возможностей для людей
друг с другом встречаться и привыкать к тому, что мы не страшно. В этом смысле это просто заранее, чтобы не забыть. Мы еще раз обязательно сделаем. Мне бы очень хотелось поблагодарить тех людей, которые вот нас вот здесь вот собрали в библиотеке. Лину Курсову, Наталью Варламову, это люди, которые вот, ну, то есть это, по крайней мере, те люди, про которых я знаю, которые делают, которых я не боюсь, да. Вот, спасибо им большое за то, что они нас здесь собирают. Вот. И когда, ну, то есть вот есть у урбанистов есть модное понятие третье место, все эти кафешки, все эти вот места, в которых собираются люди для того, чтобы как-то потусоваться, когда мы не можем приехать друг к другу домой. На самом деле страшная вещь, я не знаю, мне все равно говорят, что это возрастное, но я не верю. У меня есть ощущение, что люди гораздо реже стали ходить в гости друг к другу, гораздо правильнее стало собираться где-то, не знаю, в кафе, в кофейне, там где-то вот. Ладно, если на улице погулять, это в принципе неплохо. Мне говорят, что это все нормально, что тебе было там 15 лет или 18, так вот это вот еще детское, вот сейчас вот ты уже взрослый человек, так не должно быть. У меня-то есть такое ощущение, что так должно быть, но как-то вот мода на это, она не так важна. Потому что когда ты приходишь в гости, вот это вот, ну это еще вечное брюзжание по поводу того, что MP3 и кино в торрентах, оно убило все вот это вот, когда там приходишь, тебе наливают там чаю или не чаю, вот ты начинаешь ковыряться в этих дисках, спрашиваешь, а что вот это такое, вот это что там, какие-то разговоры, там, вот это нравится, не нравится, это вообще не смотри. И у людей появляются с одной стороны какие-то общие вещи, а с другой стороны, помимо этих общих вещей, люди еще узнают, что есть масса всего хорошего, прекрасного, разного, которое может быть не для них, но оно просто есть, и оно не кусается. И про Ижевск часто говорят, что это такой город, в котором очень много кто чем занимается, и очень мало кто об этом знает, что люди все сидят в каких-то таких домиках и где-то вот маленьких таких узких, тех самых своих щелях делают какие-то свои дела, которые нравятся там 3-5 человекам. И вам тоже спасибо за то, что вы пришли, за то, что вам интересно то, что пишет Таня, вот, то, что там, может быть, я рассказываю то, что делается вообще здесь, потому что я так понимаю, что литературная гостиная, она собирается, это не исключительный случай, хотя это тундра, я как бы слышал, что она есть, но не знаю, насколько часто это бывает, что здесь бывает еще. Вот, а насколько часто это вообще есть? Раз в месяц. Ну вот, тем более. То есть, в общем-то, это здорово. Собственно, я хотел вам дурацких вопросов задавать. Вот, честно, мне интересно это, я не докапываюсь, не хочу, как, не знаю, там, оживить обстановку, мне интересно. Расскажите мне, вот, про Можгу я все знаю, там в свое время мы с Андреем много про Можгу разговаривали, я в Можгу просто езжу достаточно регулярно, там читать всякие подготовительные курсы, что-то еще, у меня свое нежное отношение к Можге, это очень своеобразное место для меня лично. Вот зуб болел, атмосфера была там, или не болел, я не знаю, как там на самом деле. Расскажите, а что в Ижевске надо сделать, чтобы было хорошо? Как вы думаете? Как вам кажется? Чего не хватает? Есть какие-то такие вещи, про которые вы знаете, что она появится, вот эта штука, и сразу будет хорошо? Или просто лучше? Есть нужен новый миф, Саша, нужен новый миф. Новый миф? Нужна мифология мощная. Мифология нужна. Про мифологию я сегодня где-то углядел, я не запомнил, естественно, ни времени, ни места, но говорят, 16 числа, в музее Ижевска, как раз Евгений Федорович Шумилов будет с мифологией бороться, он его будет научно разоблачать. А если на самом деле тоже мифология, вот, насколько я понимаю, это тоже мифология, тоже борьба с мифологией. Ну вот, Евгений Федорович, значит, все-таки работает с мифологией. Да. Ладно, мифами мы займемся в ближайшее время. Саша, мне кажется, знаешь, есть такая проблема. Супермаркеты устроены очень хитро. Чего люди не покупают? Ну, то есть, да, сеть Магнит, там, ну давайте поедем в Петровский, там, в столицу, еще куда-то. Потому что это я про Ижевск. Чего не хватает в Ижевске? Большие города – это большие супермаркеты. Потому что появляются зеркала, музыка, свет. И даже если у меня 3 рубля в кармане, то зеркала, музыка и свет делают меня как бы, ну, чуть дороже, чуть выше ростом, чуть стройнее, чуть красивее и так далее. И иллюзия, вот эта иллюзия супермаркета, это то, что дает большой город. То есть я приезжаю в Питер, ну я, Наташа, идущая по переулку Широкому, или я, Наташа, идущая на Невском. Это 2 разных Наташи. И мне кажется, вот этот принцип супермаркета,
Потому что маленькая лавочка, где там чудесные вещи, она тоже тебя приподнимает, потому что там особая вывеска, там особый продавец. Почему люди? Вот еще один показатель. Только что прошел фестиваль «Читай Ижевск». Там была куча людей, поверьте, только никому не говорите, вообще никакого отношения к книгам не имеющих. Но этим людям было так важно постоять около нашего стола, поговорить о политике. Взять, я помню, как дяденька, мне кажется, даже не прочитал название книги, у нас лежал развал, где можно было любую книжку взять. Там люди спрашивают, бесплатно? А там лежал какой-нибудь Пупкин, я не знаю, там. Бог знает кто. То есть совершенно какие-то, осталось уже там последний день. Простите, Пупкин, пусть будет так. Вот. Эти люди брали книги и уходили. Им не важно было, какую книжку этот человек взял, с кем он там пообщался. Ему очень важно было вот этот шатер высокий, да, там люди какие-то, там поют, тут танцуют, тут микрофон. И он, идущий среди этого, он был засланный, прекрасен и чудесен. Вот, то есть разные люди, кто зачем приходил. Но, возвращаясь к Ижевску, я думаю, что до тех пор, пока кучу сетей можно открывать, Seven Donuts, замечательно. Хотя это не очень вкусно на самом деле. У полицейских мультиков это вкусно на экране, а вот как бы живем. Вот. В общем, кучу сетей открыть, я не знаю, там провести велодорожки, повесить там сумасшедшую рекламу, осветить все это ночью. Размерчики. Вот город, который не по карманчику. То есть до автозавода там можно не пешком или там как-то. Он правильного размера. Ижевск потрясающий в этом плане. Это я признаюсь любви Ижевску, пользуясь случаем. Потому что я могу доехать и дойти до кого угодно. Все под руками, все тут, все вокруг колхозное, все вокруг как бы мое. Правда, во дворе у себя не боюсь, потому что это мой двор. Что тут всякие будут ходить? Я тут буду ходить. Мой двор. Мне кажется, вот это очень важное ощущение, своего подъезда, своего дома. Там тетеньки там цветочки высаживают, что-то там делают для этого. Здорово же. А супермаркет, ты же не будешь каждый день есть шоколад. То есть хочется селедочки с черным хлебушком. Поэтому пусть будет Ижевск, а на выезде на прекрасных 18 дней Таню потеряла. На прекрасных 18 дней уехать в Европу. Какой потрясающий Будапешт. Мне кажется, что так. На этой вещи, наверное, да. Да. Собственно, на этой вещи где-то так закольцовываемся то, с чего мне пришлось начать свои байки из склепа. То, о чем Наталья Викторовна говорит, есть на самом деле все велодорожки, все супермаркеты, они неплохие, потому что это удобно и так далее. Но сугубо какое-то мое личное ощущение, и ощущение, которое возникает от общения с людьми, которые ездят по Европе, надо все-таки съездить и проверить, так там или не так на самом деле. У нас стихотворный блог. За бугром есть мышиный город. В мышином городе мы походим. В мышином роддоме сегодня вечером одна из мух родилась слепой. У мух есть ноги, много. У мух есть уши, слышит. У мух есть рот и крылья. Муха ползет, летает, дышит. Но мухе темно, всегда темно. Ей все равно, стена это или окно, ей наплевать, проснулся ты или спишь, у нее нет полов и крыш. Муха не знает, как это, высоко. Она взлетает под самое солнце, и ей легко. Муха бесстрашна. Ей хотелось бы умереть, но к отчаянно храбрым долго шагает смерть. В мышином городе страшный переполох. Кто-то раздавлен, прихлопнут, случайно сдох. Слепая муха слушает радио, пьет компот, бьется башкой об углы и все равно живет. У нее никогда не будет мышиного мужа и мышиных детей. У нее не заперта дверь, она не боится гостей, гости не ходят к ней. Муха в мышином городе, слепая такая одна. Все признают, что, в общем-то, тут не ее вина. Все признают, но, встречая ее, молчат. Муха летит в рассвет, хотя, может быть, не закат. Сообщаю всем, кому стукнуло 20. Объявляется карантин во всех уголках вселенной. Надеваем маски, прекратим целоваться, забинтуем друг другу вены. Долой каблуки, долой современное искусство. Долой зубочистки и памперсы, изобретим вкусную соль.
Наш хребет ломается без особого хруста, пока Грей не может найти Ассоль. Ему кажется, что она заболела чумой, потому что съела корабельную крысу. Она спешила за ним, он спешил домой, сумасшедшие прыгали в воду с мыса. Сообщаю всем, что объявляется карантин. Заприте двери и забаррикадируйтесь. Нарисуйте кучу бестолковых картин, сочините плохой стишок, а потом ретируйтесь. Не ешьте перепечи. Не ходите по Пушкинской, покиньте Удмуртскую, сегодня дорожает фасоль. Ваши соседи вешают новую люстру, пока Грей не может найти Ассоль. Он очень боится, что она утопилась. Увидела черный парус и минотавра в паспорте. Ему сегодня приснилось, ему часто снилось, что он занимается сексом на школьной парте. Сегодня объявляется карантин, все циники отправляются в изолятор. На бейджике главврача стоит фамилия Грин. Врач очень красивый, у него борода из ваты. Скажите наркотикам нет, не давайте пиратам рома, нет смысла идти в Айкай, сегодня запрещен алкоголь. Мир впадает в долгожданную кому, пока Грей не может найти Ассоль. Ему чудится, что она попала под поезд, насмотрелась премьер и перепила. Он идет к штурвалу, включает 5-ю скорость, бурлаки с голодухи грызут у дела. Карантин объявляется повсеместно, а за одним вводится мода на тишину. Президент, вы можете быть абсолютно честным, вы можете объявить любую войну. Карантин разрешает все, кроме выхода в море. Тем, кто причалил, в город уже не войти. Ассоль встречает пожарников в коридоре. Этот поезд в огне, он стоит у нее. Поезд Тересполь-Брест. Это поезд, приграничная электричка, буквально на 30 минут, которая едет из Белоруссии в Польшу. Перемешаны города, раскиданы по клеткам тела. Нет, я не еду в Россию, а едешь куда? Из Тересполя в Брест, смело. У меня безязычие, у меня безголосие живота. У меня в животе маленькие удмурты. Кот без хвоста, сито без решета. Через границу люди везут продукты. Напротив, цыганские дети сидят гирляндой. Поезд Тересполь-Брест. 2 таможенных пункта. А я сердце везу. Контрабандой. Беларусь шелестит каштанами, приглашает и ждет. Кто-то играет с картами, кто-то играет с странами, кто-то сидит с цыганами, кто-то пьет. Я не еду в Россию, а едешь куда? У меня в животе удмурт. У меня безголосие живота. Будет еще немного такой, кроме вот этой поездной и туристической, будет еще, естественно, любовная лирика. Это пошло звучит, любовная лирика. Очень хорошо. Влюбись в поэта, в школьника, в беременную женщину, в слова, в молчание, в ломаное движение, в то, как он гладит собаку, в то, как она пахнет утром, в то, как он принимает решение. В капюшоны, в упрямство, в захват гитары, в уголки смеющихся глаз, в фланелевую пижаму, в независимый нрав, в ночные кошмары, в островали слушек, философию Баутамы, в жареную картошку, в старый кинематограф, в температурный румянец и застарелый кашель, в шелест бумаги, в стершийся иероглиф каждого имени, комом в горле застрявшим. Кто бы то ни был, с Марса или Америки, все, что кажется мусором, режется чистоколом. Что бы тебе ни думалось, подобного рода истерики не управляются возрастом, статусом или полом. Бессонная мука, сигаретная блажь, алкогольная исповедь. Звезды, романтика, широта подоконника. Можешь на что угодно грешить и списывать, и обвинять поэта, женщину, школьника в том, что он гладит собаку, в том, что она пахнет утром, в том, что он что-то решает. Встань у дорожного знака, смирись и считай минуты. Лазарь опять нарвался, и кто-то его воскрешает. Утро, Васильевский остров. Это было утро, когда лопаются мозоли от ночных хождений, когда тесно ногам в ботинках, когда весь разговор в заминках о чем-то неглавном, когда солнце разрывает окна, стирая следы романтики и снимая любовь, как фантик, с классической дуростью 2 обнаженных тел. В хорошо натопленной духоте, кособоком диване и чайнике на плите я во всем прозреваю наше с тобой нигде, наш безжалостный реквием по мечте, и на выслуге стен тикающий тиран сообщает бесстрастно:
Пора собирать чемодан и учиться захлопывать двери. Я смотрю на тебя и не могу поверить, что теперь вот действительно рассвело. Календарь нас жестоко дурачит, меняя число, и безмолвие кожи снова дороже слов. Мне приснилось утро на лучшем из островов. Он хватался за берег щупальцами мостов, и, пожалуй, он был утонуть готов, если бы ты не шел по нему, бессовестный и счастливый. У того, кто уехал, вокзал забирает имя. Оно оседает в ямочке между рельс. И мимо проходят озябшие русские зимы в колготках и валенках с лицами поэтесс. Того, кто уехал, ждут, как пропавшего лета. Считая грачи, они больше пекут куличей, чем нужно. Погоде назло выбегают раздетыми, с игриво спустившейся лямочкой на плече. Тому, кто уехал, пишут, будто на фронт или в ссылку. Живем потихоньку, хватает на все без проблем. Готовим, метем, убираем, делаем стирку и больше газет не читаем. Да ну и зачем? А тот, кто уехал, читает газеты. Все чаще с экрана и на чужом языке. И снится ему, как призрак ушедшего деда, шагает по шпалам с арбузом в рюкзаке. Анфиса давно не глотала столько таблеток, даже когда совершала попытку самоубийства. Ей казалось, таблетки убивают мгновенно и лечат мгновенно. Анфиса была не права. Анфису лечили 50 докторов с дипломом, высококвалифицированной фурии в белом. Анфису поили солью, бромом, метаном. Анфиса смотрела наверх. Наверху висел Менделеев. Вдруг Менделеев сделался чище и весь разросся. Борода и ноги отовсюду повырастали. Он сказал Анфисе: скоро тебя на вынос. Не пугайся, Анфиса, наверху медицина лучше. И они полетели рядом, как две кометы. Анфиса уже не чувствовала желудка и, честно сказать, ничего уже не ощущала, только легкость и старика Менделеева рядом. Анфиса, это не смерть, ты вот-вот задышишь. Кто-то уже убежал за электрошоком. С Анфисы сдирают одежду, дергают лифчик за лямки. Небо – большая таблица, в ней триллион элементов. Следующее стихотворение написано 1 мая. Очень сложное время. Распад мировых коалиций, первомайские флаги над крышами горных столиц. И в одной части света отвоевывают границы, а в другой части света избавляются от границ. И мы смотрим, как воробьи с высоты флагштока чистим перья и горло рвем, углядев восход. И в ушах раздается гул запада, рев востока, и 4 богатыря появляются у ворот. Подплывает море к ногам, в горах раздаются залпы, и фазана находит охотник после дождя. Пятиногий пес траву разрывает лапой, и старушка в комоде находит портрет вождя. Но пока где-то там отвоевывают границы, и песочные фениксы собираются из крупиц, 2 голых людей, не в силах остановиться, проглотив языки, избавляются от границ. Прямо там, наверху, без совести и возврата, не сходя с флагштока, свободу зажав в горсти, в это сложное время, под звоны и гвалт парада, они делают это, и их уже не спасти. У меня есть стихотворение, которое еще нигде нет в соцсетях. Оно называется «Ироническая песня русского пирата». Но прежде чем читать ироническую песню русского пирата, нужно как-то к ней подойти, поэтому я подойду стихотворением «Литературный вопрос». Оно написано тоже позавчера. Да, оно написано позавчера, и вчера я читала его на радио. Вот. Посвящено оно Захару Прилепину. Голый сентябрь жмется к моей допотопной лире. Специй пакет заменяет лавровый венец. Я прочитала в книжке, что я должна мыслить шире, иначе литературе скоро придет конец. Иначе литература погрязнет в соплях, разврате и единичным случаем подавится как дракон. Автор обязан шарик земной обнимать в обхвате, эпоса 21 века писать закон. Песни больна география, чьих-то завоеваний, чумной полит бестиарий, неразбериха в СМИ. Автор изголодавшийся ходит тропою знаний, то на горячие точки, то в интернат с детьми. Я прочитала в книжке, что должен быть социален наш
наш изощренный слог, чтобы принять умы. Но почему-то люди о содержимом спали, читают охотней прочих, себя называем мы. Между большим медвежьим звездным ковшом небесным и маленькой божьей тварью тысячи горьких трав. Кто-то напишет слово, и станет оно известным, и станет оно полезным. Но что, если он не прав? И теперь со спокойной совестью я могу прочитать песню русского пирата. Зачем тебе знать, какие из кораблей пропали из списков и где затонул мой якорь? В кармане тик-так имел еще 100 рублей, я нищий, бездомный неряха и забияка. Зачем тебе слышать, какие из песен я пою по ночам, опять налокавшись рома? Я сплю на горе невыстиранного белья и даже не верю, что песня тебе знакома. К чему тебе видеть, как я пишу стихи в своей капитанской шапочке из бумаги? Я рос в 90-е, годы мои лихи, вокруг мне мерещатся воры и капрофаги. На что тебе нюхать больные мои моря под пенками нефти с мертвым китом ионы? Живу как животное, с марта до декабря, хожу по церквям смотреть, как ревут иконы. Куда мне с тобой, в тугие твои шелка, и в пыльной одежде, как я приду на ужин? Езжай без меня, седлай своего быка, зачем тебе тот, кто счастьем своим растужен? Научи меня танцам на рыночной площади, трамвайному покеру, на электронном табло. Научи меня музыке, какую играют лошади на мощенных дорогах, когда светится серебро, неоновых вывесок и бесплатного пива бурлит река, и под стенами замка на узкой лавочке белокурая дева целует старого моряка. Научи не смотреть назад и не тратить силы на любовь, что не выдумать, не вернуть. Научи не ждать и себя ощущать красивой, ядовито бесформенной, металлической, будто ртуть. Научи упрекать Варшаву, не прятать денег, уважать сумасшедших, любить орган, где драконовой лапой уперся в берег венценосный каменный великан, что не спит ни ночью, ни воскресенье, и бесслезный полон сухой тоски. Поцелуй меня, будь со мной осенним и соленым, как старые моряки. 8 весен. 8 весен она прикидывалась цветком, режиссируя жизнь как один несмешной ситком, с элементами драмы и вставками в стиле ню. 8 весен, как 8 серий неравных дней. Были робкие мальчики, пахнущий дымом лес, были мудрые воины с мечами наперевес, были драные кеды и черные пиджаки, и хозяева сада, и хмурые чужаки. Было 8 имен, по каждому на весну, и бездонные ночи не выдохнуть, не заснуть. В колыбели каштановых листьев и автострад создавался этот стройный видеоряд. И она читала мальчикам вслух стихи. И она говорила воинам о войне, зашивала кеды и гладила пиджаки, и гонялась за истиной в полусухом вине. На 8-ю весну с башни играл трубач. Не дожав пары нот, восторженно замолчала. В тишине услышали зрители тихий плач. Она встала сконфуженно и покинула кинозал. И рожай детей, и давай взрослей. И стишки бы писала повеселей. Прекрати ради Бога переезжать и ложись все время в одну кровать. И тогда тебе будет хорошо. Так как будто дождик уже прошел, и не дует ветер, и не трезвонит гром, и хранит от напасти красивый дом, и в дверях встречает любимый муж, и вы смотрите вечером Мулен Руж, строя планы на отпуск, считая дни, и целуясь долго, когда одни. Только в ночь разговоров под фонари ни за что о прошлом не говори. Отвечай, что не помнишь ни алых щек, ни избито болезненного еще, ни как кто-то тебя незнакомый вез в 1000 миль отсюда, и визг колес с автострад заграничных звучал как гимн, и смотрел неоновый серафим с высоты билборда на темный лес. И часы говорили, всегда в обрез, но бывает того, что должны беречь те, чья жизнь давно превратилась в смерч, как перкуссию поезда, гвалт турбин, и моторный шепот всегда один, словно стрелкой внутрь, дорожный знак. Обнимаешь в кровати чужих собак, пьешь горячий кофе на брудершафт, и удавом ездит по шее шарф, и тебя безвозрастного несет тот, кто, кажется, может все. Ни за что про это не говори. Буря стихла, поломка фонарь.
нормальная жизнь. 3 детей, ипотека, и все понятно. У меня же сколько кому не молись, хоббит-синдром туда и обратно. Хоббит-синдром всегда отправляйся в путь, забыв адреса, пароли и запасную обувь. Теряя обязательно то, что нельзя вернуть, собери по пути всю грязь и шоу уродов. Хоббит-синдром. Найти, казалось бы, то, что бесконечно счастье твое умножит. Потом, разревевшись кому-нибудь на пальто, в приступе героизма все уничтожить. Хоббит-синдром. Возвращаться туда, где ждут, пить молоко и ветер ловить в кудряшки. Не признаваться, как душит меня уют, ждать, пока этот пальто за меня расскажет. 86 – столько в России мест, где незнакомый волшебник поставил город. И если я найду что-то лучше, чем переезд, пусть меня дракон вынет огнем за ворот. Это твоя история, жалкий трюк. Даже бродячий цирк тебя бы не взял. Каждое лето молишься календарю и с рюкзаком отправляешься на вокзал. Тянет канаты рельс, чужая земля. Бог плодородия проставляется вечерком. Все циркачи видали еще в яслях эту историю глупости.ком. Воздух пружинит юбки наперекор. Сальто-морта и любовных перипетий. Лучший костюмчик, выцветший триколор в паре с орлом ему с тобой по пути. Девчонку на шаре красит хотя бы шар, и дрессировщик имеет серьезный вид, а у тебя ни достоинства, ни гроша. Вряд ли кто спросит, что у тебя болит. Каждое лето строишь себе трамплин. Каждое лето все выше, страшнее, ловчей. Глянь вон, летит под куполом серый клин, таких же, как ты, отчаянных циркачей. Цепиться в тебя, плавать, в расколы июньских улочек, в кресты барабанных палочек, в начинку столовских булочек, в котов и собак заставочек, в тепло чужих зажигалочек, в чайное и кофейное, в желтое и желейное детство маленьких девочек, читающих на квартирниках, хранящих стихи в мобильниках, целующихся без памяти, нелепых и ненакрашенных, и морем глаз ошарашенных, следя, как его не ранить бы, и меряя небо крышами, счастье желать в истерике. Никто не уйдет обиженный, никто не уйдет обиженный, никто не уйдет обиженный из города оружейника. Спасибо. Простите, я просто, то есть если я вдруг что-то пишу, то я обычно пишу на том же языке, на котором говорю я плохо. Вот это вот, я просто думал, что на самом деле Таня должна была завершать все вот это вот как это называется, слово красивое есть, Из 2 человек, Саша. Ну, что-то мы в последний момент все переиграли, мы повесили тут картинку, вот это одно из лучших мест, ну, если не лучшее, в котором мне в этой жизни доводилось бывать, то одно из лучших точно. Снежинское городище, это очень далеко от Снежина на Каме, да. Вот. Это, ну, в общем, там когда-то там жили люди, примерно 1500 лет назад. Ну, там что-то какие-то следы валов остались, рвов, все так. Я ее повесил, потому что есть стихотворение, собственно, вот у Снежка, Юлия Ёрши. Пишу тебе с южных склонов, где в полдень седой стеной из травы поднимается можжевельник, опаленный весенним огнем, сорокопалый и костяной, где всякий пень с годами превращается в муравейник, и со дна насекомых троп проступает после заката семизвездная соль ковша в синеющем янтаре, а на том берегу над лесом стоит дракон. Пишу тебе из краев, не бывающих в январе, где шиповник подол сосны, где зеленое серебро полыни вплетает свой долгий дух в разговор цикад и порхание бабочек и стрекоз, где за линией горизонта нелюбопытный взгляд ничего не дочерчивает, где остров зеленым следом много десятков лет входит в рукав реки. Пишу тебе в мирный час, наступающий перед обедом. Силы мои скупы, мысли мои легки. Мне нечего рассказать. Закат наступит не скоро, но после придет рассвет. В его туманном огне здесь, на вершине, вокруг, проступают беззвучным хором все, кто бывал здесь задолго до наших дней. И вот немногочисленного меда тяжелые прозрачные столбцы набрякли, как июльское ненастье.
И вот звезда, стоящая над прудом, немного покачнулась, чтобы придать пейзажу звон и тихое движение, и ветер гонит волны на причал. Смолить борта и конопатить щели, броня торговца и его безмен спровадить в трюм изюм и солонину, затем у трапезунского купца приобрести секстан из черной меди, пергамента 11 листов, оборванный по западному краю с арабскими крюками портулан, пригоршню бирюзы, сердолика, вина, заговоренную иглу, что, будучи опущенной на воду, указывает острием на юг, рожок из носорога, еще один рожок для башмаков, щепоть шафрана, унцию гвоздики, тяжелый красный шелковый халат, расшитый золотыми пикулями, и все без сожаления бросить за борт. Уснуть июльским сном, на завтра в полдень под звон канатов и колоколов отчалить, наконец. Идти на веслах вдоль берега, поросшего сосной, перемигнуться с маяком на мысе, а вечером смотреть, как впереди встает дракон из хрусталя морского, приветственно сверкая чешуей. И так всегда. Была еще одна из незамысловатых биографий. Уместное сплетение дел земных и кроткого небесного безделья. И было так, ну вот, пришла лягушка и разменяла Эрос на Танатос, дала люлей привычному порядку, попрыгала и ускакала прочь. Чтобы залатать дыру в своей груди, как всякий Гильгамеш, я должен был нырнуть на дно и вынырнуть с добычей. Так я узнал, что я не Гильгамеш. В общем, все мы здесь не Гильгамеш, особенно пока не трепещет. Так трезвый человек вступает в хор. На ощупь, вброд, почти речитативом, но выпростать затекшее крыло, и вот гудит гортань, под ровные гулы, на 4/3 бьется сердце. Теперь морская соль и солнце лечат цингу моей души, ее секвестр, ее степеническую скудость. Надолго ли нездешним берегам делить дорогу с их целебной песней? Горит на кромке неба южный крест, не возвратится в клетку белый голубь. История восьмибитного общества. Первое. Ничего не меняется, кроме способа удивлять. Бить в лицо без замаха, позже точно стрелять по неподвижной цели, бриться ножиком, например. Или брать аккорды на укулеле, подвывать себе еле-еле, в перерывах макать в купе исчадие барбершопа. Или и то, и другое жопой, важнее не общий вид. Так стоический индивид все время глядит, не слишком ни на кого похож. Если все рисуют на коже, то важнее не особый узор, а особого отсутствия такового девственно белый лист, чтобы потом в половине второго не черкать на нем. Остановись, ведь пока ты бежишь, я тоже бегу, я без тебя не могу. Так стоический индивид, оттиснув печать на воске, отправляет ковчег в заплыв по морю репостов за шальные билеты и суши-сет. Разницы нет. Снимок в зеркале и венок сонетов, разницы нет. Йод, лед, мед. Будь ты сволочь или святой, разряд не пройдет между полюсом и пустотой. Второе. Вот качество жизни. И оно не важнее качества смерти. Вот предельная третья горечь бесснежного ноября. Лед, покрывая воду, не сковывает ее, но отделяет от мира. Есть пища, есть жилье. Больше того, есть квартира, есть сладкое, есть и мы. Я слышу твой едкий смех, но мы существуем. Мы существуем даже для тех, для кого человек загадка. Для них мы в ответе. Мы в ответе на тех, кого мы учили. Мы в ответе на тех, кого мы учили смерти. Третье. Смотри, второе, понедельник. Налево дом, направо дом. Накинь косу к берцы тельник, спустись во двор из богадельни, спроси судить тебя огнем прохожего. Скажи спасибо, неторопливо затянись, почувствуй, как сырая сила от сердца разошлась по жилам, как разошлась по жилам жизнь, прозрачный жар, горя короной, безмолвно глядя февралю в затылок, держит оборону. Кто-то фонарем с балкона сигналит. Я тебя люблю. Июль – это стихи для Маши Чистяковой, которая уже очень давно уехала из Ижевска, но иногда есть люди, которые ее помнят.
А тех двоих, что были по бокам, сегодня, верно, было бы дешевле сказать, что это школьные друзья. Ну что такое школьные друзья, когда ты мчишь по пыльному проселку, распластанной звездой поверх горы, промозглых спальников, геологов, палаток в открытом кузове, в неполных 18, глазами упираясь в синеву, ступнями ловко прижимая к борту 5-ведерный алюминиевый бидон, который ты, наполненный водой, еще вчера таскал со дна оврага. А двое, что лежат по сторонам, еще не 2 аккаунта контакта, но те, с кем делишь на троих огонь, работу, парусиновую крышу и хохот, заползая под брезент, чтобы миновать ГАИ на повороте. Я никогда не чувствовал острее восторга в смеси с голодом по миру. За пару дней до своего отъезда я получил в подарок твой альбом, записанный на флейте у Людмилы. На паре песен там играл и я на пластиковой дудочке Ямаха, но даже и не думал, что такое таит в себе микрорайон 2. Я до сих пор их помню наизусть про раз, два, три, про мартовского зверя, про крылья из бумаги, димедрол, тем паче про июль, что много позже мы так орали на краю земли с обритыми машинкой корешами, что главный вышел нас обматерить. Мы ехали, разбитые работы, лицом к необычайной синеве и плавились от зноя под брезентом. Порой, вспоминая этот путь, я чувствую, как солнце льется в поле, а поле отразилось в облаках, настолько было все вокруг едино. Лишь одним мой голод отличался от голода, расплавленных со мной, мне требовалось вновь тебя услышать. Мы видимся не реже раза в год. Не реже раза в год я посещаю раздел «Подпол» на жестком диске Ж, где, между прочих раритетов детства, хранится преснопамятный альбом. Все славно, но хотелось бы мне знать, твой голос ли благословил тот год, или тот год благословил твой голос. О, это называется «Морзянка» — это гибель хора в 6 частях. Но первое мне уже надоело, а с 3 по 6 я никому не читаю, потому что меня просили не читать. Там все как бы очень узнаваемо. Ну, поэтому вторая. В таких домах, отлившись плачем, свинец Ижевского пруда принес хозяевам удачу в 80-е годы. Затем в начале 90-х свинец под возгласы «ложись» унес удачу от хозяев, а вместе с ней прибрал и жизнь. Недолго моли и тараканы вели в гостиной смертный бой. Пришел двоюродный племянник и населил ее собой. Окрасил батареи в синий, оклеил стены в хлорвинил, трюмо от бабушки старинной Икеи легкой заменил, решил гардины в сером цвете, еще поставил стол и стул. Его ухода я приметил, присел и тотчас же уснул. Проснулся, в кухне били склянки. Хозяин в прижихе кухлянки не то собрался уходить, не то вернулся из магаза. Вокруг стояли сапоги, ботинки лыжные с турбазой, каблуки на полноги, стояли валенки, ботфорты, платформы, лакти, гриндера, валялись тапки, тряпки, шорты. Начищенные как на парад стояли берцы, 2 резиновых сапога, сапог, кусок, пинетки, унты, уги, пимы. В углу стоял один носок. Хозяин лег, глазам не верил. Вы посмотрите, вашу ж мать. Моншер, мондье, какого хера? Ты спал, я также мог бы спать. В такую ночь, в такую полночь постыдно дрыхнуть просто так. Иди, найди еще кого-нибудь и возвращайся пить коньяк. На самом деле только начало, потом все было, ну, в общем, сразу эпилог. Когда так много, вдвое больше впереди, подсрачник дай себе в дорогу, пробежки утренние не жди, иди, купи себе в магните на ужин хлеба, колбасы, достань из шкафа удлинитель, поставь чижа, убавь басы, садись к окну, смотри и думай. Зима сменяется весной, и я, и степная зона к югам сменяется степной, а там вообще пустыня. Малахов танцами на льду, лось волком, колу плотины. От перемене бог орду, шушара сменится колонной, остяком сменится вагул, гражданский кодекс уголовным, караулом караул. И гнида сменщица Олеся сменяет Агнию в ларьке, и Агния сменяет песню в единственном наушнике. Питье сменяется едою, еда сменяется говном, говно травой, трава едою, круговоротно, ом-ном-ном. Земля, вертясь, меняет дату. Со вздохом смотрит в потолок печальный хипстер бородатый и сай чего-то пишет в блог об этой сумеречной пьянке. Все будет так, исходу нет. Дроби ее, моя морзянка, на точке, черточки и свет.
если можно, еще одно стихотворение, раз уж мы сегодня разговариваем про людей, которые путешествуют. Отдельный человек на пустоши, покрытый цветущим вереском, под августовским небом, неспешно направляется к холмам, еще невидимым за горизонтом. Спокойный северо-восточный ветер несет ему в лицо медвяный дух. Полуденное солнце греет в меру лишь ржаные перья куропатки, разбросанные по сухой траве, свидетельствуют. Снег бывает здесь, но до поры идет другой дорогой. Отдельный человек на пустоши, покрытой цветущим вереском. Пружинистый ковер ему не служит фоном для портрета, но в неположенной жизнью, чье бесстрастное дыхание проходит для глаза человека незаметным. И, состоя из тысячи ветвей, сияющих холодными огнями, становится ли эта пустошь целым? И есть ли сообщение, стебли или любой из них такой же путник в свои благословенные холмы? Где теперь граница человека? Отдельный человек на пустоши, покрытой цветущим вереском, и жаворонок вьется вблизи, лучью указывая путь. Дни в августе становятся короче, и в сумерках отдельный человек разводит свой огонь неподалеку от тихого журчания воды, плащом в заплатах застилает вереск, ложится на спину и смотрит. В синеве уже неторопливо проступают отчетливые контуры созвездий, забытые с далеких детских лет. Все, спасибо. Лайнер, я позволила себе вот эту вот радость пригласить Сашу на свой вечер, моего любимого известного автора. И спокойно выступив и расслабившись, послушать это удивительное что-то. Вот. Спасибо, Саше, что он согласился встречу вот это вот сделать и вот это вот все, что произошло, дать мне произойти. Спасибо Наталье Викторовне и Ирине Спасибо Ивановне. Национальной библиотеке. Спасибо Национальной библиотеке. Спасибо всем регалиям и всем чиновникам, которые не снесли это здание. Вот. Спасибо. И у меня такое пожелание к вам. Где бы вы ни были, и что бы вы ни делали, и куда бы вы ни ехали, обживайте города, заводите людей своих, делайте дороги, города, страны своими, чтобы жить было здорово, чтобы жить было счастливо, чтобы жить было весело. И пишите при возможности, потому что мне кажется, это очень важно. Потому что все забывается и все проходит, а текст остается. Не ленитесь, пишите. Самая большая роскошь – это роскошь человеческого общения. И чтобы как бы нам неуютно было дома, на своих диванах, перед своим телевизором, нам хочется с друг другом пообщаться и, может быть, самое сокровенное рассказать. А то, что про путешествия и про наш город, я бы хотела вот, в завершении сказать, что один человек приехал в другую страну, подошел к мудрецу и спрашивает, какие люди здесь живут, какая жизнь. Мудрец говорит, а вы откуда приехали, какие у вас люди, какая жизнь? Люди у нас злые, жизнь тяжелая. Ну, говорит, и здесь люди злые, жизнь тяжелая, вообще мрак и беспросвет. Следом подошел другой человек, какие у вас люди? Говорит, какие у вас в стране люди? У нас очень добрые, светлые люди, у нас прекрасная жизнь. И здесь то же самое. И, значит, когда вернулся первый, говорит, почему вы же мне все совершенно по-другому сказали? Какой человек, такая жизнь тебя и окружает. И на самом деле город, наверное, мы делаем сами. Та энергетика, которая от нас исходит. Поэтому спасибо вам всем, что сегодня пришли. И я думаю, что после таких встреч от нас будет исходить только очень доброжелательная энергетика.